Как было озвучено в предыдущих модулях, внедрение гендерного бюджетирования необходимо начинать с гендерного анализа программных документов, планов и бюджетных программ. Результаты полученного анализа станут основой для пересмотра существующих стратегических и бюджетных программ. Понимание основных гендерных проблем по результатам проведенного анализа покажет разработчикам программ основные направления для учета гендерного аспекта при разработке новых программ. Без проведения соответствующего анализа есть высокая вероятность не учесть или упустить важные гендерные проблемы. Без проведенного анализа невозможно приступить к следующим этапам внедрения гендерного бюджетирования, особенно его систематическому интегрированию в процессы планирования и бюджетирования. В данной серии лекций мы очень детально рассмотрим каждый шаг гендерного анализа. Анализ документов по планированию и составлению бюджета местных исполнительных органов с учетом гендерных аспектов рекомендуется проводить по следующим 6 шагам. Первый шаг – это сбор необходимой информации для проведения гендерного анализа. Второй шаг – определение гендерных проблем в регионе и в анализируемых секторах. Третий шаг – определить гендерно ориентированные параметры индикаторов для региона в анализируемых секторах. Четвертый шаг – оценка внедрения гендерных параметров в стратегические и программные документы. Пятый шаг – оценка внедрения гендерных параметров в бюджетные программы. И заключительный шаг – это формирование заключений и рекомендаций по усилению гендерного равенства в анализируемых секторах. В следующих видеолекциях мы поговорим о каждом из этих шагов более предметно.